Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Послезавтра депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект о так называемом дальневосточном гектаре. Суть инициативы в том, чтобы раздать всем желающим гражданам России земельный участок. Сначала в пользование, а потом в собственность или аренду. И делается это для того, чтобы привлечь экономически активное население в регион и тем самым развить его. Эта тема является в последнее время чуть ли не самой обсуждаемой. У законопроекта есть свои сторонники и свои ярые противники. В чем плюсы и минусы этого законопроекта, попробуем разобраться сегодня. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Вы можете задать свой вопрос. Что вы слышали о законопроекте по выделению 1 гектара земли всем желающим на Дальнем Востоке? В аренду дают? Для сельхозугодий, что ли? Ну, для освоения земли. Там волокиты очень много будет, наверное. Для иностранцев не будет аренду давать. Это только успокаивает, а больше не знаю даже. Ну, знаю, что желающим будут выделять, кто захочет. Да, слышал об этом. По телевизору рассказывали, в газетах писали. Ну и в интернете довольно много обсуждают эту тему. Одним звоном только слышал. Слышал о том, что собираются вводить всем желающим. Я считаю, что это хороший закон. Да, это позволяет многим, может быть, завести свое хозяйство, может быть, построить дом, особенно молодым семьям. Ничего не знаю. Да, я слышала в новостях. Хорошо, очень хорошо, если выделяют. Я слышала такое, только не гектар, там больше даже слышала. Ничего не знаю. Я вот в новостях видел, но в подробностях не заинтересовался. Не слышал про это. Ну, я, да, слышала об этом, и мне это не нравится. Я думаю, что это неправильно. Не знаю ничего. Читал, знаю. А вы будете подавать заявку на гектар земли? Нет, скорее всего, нет. Нет? Ну, наверное, подам. Там же бесплатно дают. Нет. Почему? Потому что все равно никто не будет осваивать. Пойдут махинации с землей. Просто. Конечно, обязательно. Где ее дают-то? Там где-то на периферии? Нет, мне это не надо. Что вы планируете там делать на этой земле? Ну, если неподалеку от города будет, то картошку посадить. Построила бы себе дом, крышу над головой. Дом построил бы. Если я была бы молодой, то открыла бы, наверное, какую-то, фирму какую-то открыла бы или что-либо. Дом построили-то. Как застройщик проявил бы себя? Под частный дом, под бизнес и под магазин. Смотря где она находится, конечно. Построил дом бы, как еще. Жил бы там, обустроился. Ну, я посадила овощи бы именно для продажи людей. Вот чисто экологический продукт. Я, наверное, занялась коневодством. Но гектара земли тогда мне будет очень мало. В эфире «Не пропусти главное», мы говорим о дальневосточном гектаре. Добрый вечер, уважаемые гости. Только что послушали опрос, достаточно такой показательный. И действительно, этот законопроект вызывает большой интерес у населения. Знаем о том, что завтра депутаты Госсобрания, уже внеся свои поправки, предложения, уже будут обсуждать этот законопроект. Что на сегодняшний день сделано, с чем согласны, с чем, может быть, категорически не согласны, какие внесены предложения? Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги. Хотелось бы остановиться на самом главном, наверное. Да? Данный проект позволит гражданам Российской Федерации получить земельные участки, те самые участки, о которых все время говорят наши предприниматели, которые на всех совещаниях поднимают вопросы о том, чтобы им дали земельный участок и не мешали работать. В рамках данного проекта любой гражданин для развития частного бизнеса, для развития сельского хозяйства, для развития лесного хозяйства может получить участок максимально в 1 гектар и, соответственно, осваивать его с тем видом разрешенного использования, который он сам для себя выберет. Но основная канва этого закона состоит в том, что как выбирать, где выбрать и каким образом. Статья 5 данного проекта четко гласит, что будет работать информационная система, с помощью которой как раз можно будет получить 1 гектар на территории Дальнего Востока. Да? И
Соответственно, учитывая, что вот у нас могут некоторые граждане кооперироваться, либо это будет семья в составе, как я уже вот несколько раз выступал в средствах массовой информации, семья из состава 5 человек, все имеющие паспорта смогут получить 5 гектаров, допустим, максимально. Если же мы говорим о какой-то кооперации граждан, то, допустим, для развития сельского хозяйства, мы же понимаем, что 5 человек, в принципе, это недостаточно даже для развития коневодства. Соответственно, конечно, надо будет набирать уже состав побольше людей, для которых развитие данного направления было бы очередным каким-то продвижением своего бизнеса для получения прибыли. А вот, в принципе-то, гражданам, известно, что лицам без гражданства и, скажем, иностранным гражданам законопроект запрещает приобретать гектар, а лицам с двойным гражданством, вот, например. Ну, вы знаете, вот как раз по предложениям нашей республики, которые мы направляли летом этого года, было предложено как раз исключить иностранных граждан. И в соответствии с этим в проекте появилась как раз норма, которая сделки по купле-продаже, по передаче в аренду таких земельных участков иностранным гражданам, лицам, юридическим лицам, имеющих вот, учредителями иностранных граждан, как раз вот эти передачи этих земельных участков, она запрещена. А сегодня есть вообще какое-то понимание, даже на сегодняшнем этапе законопроекта, какое-то понимание, как вообще он планируется к реализации, как будет выделяться, это будет какой-то орган отдельный, который будет заниматься выделением на Дальнем Востоке земли, или это вообще пока не понятно? Действительно, правильный вопрос, потому что Минвостокразвитие, он же ставит перед собой задачу, чтобы закон начал действовать уже буквально, земли, чтобы начали раздавать уже с 1 мая 2016 года, времени остается совсем чуть-чуть. Готова ли республика к этому закону, вводить в действие этот закон? Да, действительно, на начальном этапе, когда летом рассматривался этот проект, предполагалось, что закон вступит в силу с 1 июля 2016 года. Но в связи с тем, что были определенные, наверное, не трудности, скажем, а Юрий Петрович Трутнев предложил Владимиру Владимировичу Путину ускорить этот вопрос по принятию этого закона. И в связи с этим на заседании правительства Российской Федерации как раз была сделана передвижка по времени. Это первое, что я хотел бы отметить. Да? Другое дело, что буквально недавно было интервью Юрия Петровича Трутнева, где он предлагает поэтапно ввод в действие этого закона, то есть на месяц с 1 мая после вступления в силу дать возможность органам местного самоуправления определенного какого-то региона, субъекта ввести данное положение, применять этот закон в отношении конкретного муниципального образования. Далее в течение 3 месяцев дать возможность только жителям, гражданам, живущих в Дальневосточном федеральном округе, и дальше уже распространить это действие на остальных граждан Российской Федерации. Действительно, споров много по сути этого закона. На самом деле этот закон по большому счету революционный и изменяет саму, скажем, сложившуюся процедуру и по большому счету является действительно революционным на самом деле. И надо сказать, хотел бы отметить вот самое главное, один из таких основных моментов, которых я считаю, что данный закон принимается только на 20 лет. То есть это будет ограниченный во времени период, и это как раз вот получается это специализированный закон, который будет действовать только на территории Дальневосточного федерального округа. Здесь часто используется слово «революционный». Я бы применял, допустим, термин более подходящий «радикальный». Так? И он радикален действительно во многом. Так? И, значит, для Якутии вот нужен ли такой закон? Этим вопросом мы задались уже, когда это вот появилось, так? И сегодня вышло около 100 человек, от 100 до 150 человек, вышли, значит, против применения этого закона в Якутии. Так? Вообще, вот, конечно, все скажут, что наделить людей землей, участком земли, это мысль прекрасная, так? Но смотрите, как происходило, вот, допустим, в Монголии, Финляндии. Там взяли и, в общем, разделили людям поровну, так? А у нас вот каким-то таким странным образом идет, и
я, например, не побоюсь сказать, что это просто, наверное, все-таки спекуляция в будущем, такая же, как и ваучер. Вот мы поделили же ваучеры, и что мы имеем? Мы сказали, что у нас будет кусок завода, там, фабрики, компании какой-то, и что мы имеем? Есть у кого еще какое-то другое мнение, может быть? Ну, я бы не сказал другое мнение. Значит, что касается истории возникновения данного проекта и, значит, начала работы по данному проекту, то вы знаете о том, что этот проект был обсужден еще практически год назад на уровне руководства страны. И мы, значит, буквально включились с начала момента выхода первого проекта и активно включились, когда данный проект был вывешен для всенародного обсуждения летом этого года. Вот затем, когда правительство Российской Федерации официально оформило в виде проекта закона и начало рассматривать, опять же мы, значит, в стенах парламента, обсудив на расширенном заседании соответствующего комитета еще в начале октября, вынесли решение, где мы рекомендовали органам местного самоуправления принять соответствующие меры по ускорению оформления земельных участков, которые предоставлены гражданам и иным юридическим лицам, действующим на территории республики. Это во-первых. Во-вторых, значит, 14 октября на своей сессии парламента республики, значит, вынес постановление, где, опять же, были даны рекомендации правительства республики создать межведомственную комиссию, чтобы обсудить все поступающие предложения и выработать единую общую позицию, значит, руководства республики. А скажите, пожалуйста, когда вы говорите, простите, что перебиваю, прошло широкое обсуждение этого законопроекта, это действительно население принимало участие в обсуждении этого законопроекта? Значит, да? Может быть, просто не в курсе. Обсуждало население всей страны, но, к сожалению, вы правы, к большому сожалению, предложений было очень мало. В основном были предложения Республики Саха-Якутия, о чем и вот, сказал Виктор Спиридонович, где одним из ключевых моментов, которые учтена, значит, в проекте, это запрет предоставления земельного участка иностранным гражданам. Это один из ключевых моментов. Далее, значит, буквально на днях мы опять же обсудили этот вопрос на расширенном заседании нашего постоянного комитета по итогам работы межведомственной рабочей комиссии. Значит, поступило очень много предложений разных, но есть и достаточно много созвучных предложений. Вот, ну, в дальнейшем я, наверное, могу рассказать, какие вопросы, знаете, да. давайте вот к чему, да, какие вопросы больше всего возникают при обсуждении этого законопроекта, с чем не согласны, или что вызывает какие-то сомнения? Может быть, вот... Если, кстати, идти, можно, да, я скажу. Так, ну, во-первых, речь идет, в общем-то, в основном, вот, когда говорят при введении этого закона, что люди будут заниматься сельским хозяйством. У нас свободных сельхозугодий фактически на самом-то деле нет. Так? И то, что мы называем сельхозугодием, они для России, для Сибири даже, это не сельхозугодия, а тундра и тайга. Или, скажем, там, мари. Вот, это первое. Но второе, вот, допустим, здесь разрешается, значит, брать земельные участки из лесного фонда. Вот. Ну, действительно, можно там миллионами гектаров, значит, набрать. Вот. Спекулятивность будет состоять в том, что это будет концентрироваться в руках одних людей, вот эти миллионы там или тысячи гектаров, так? И как поведут, значит, вот эти люди, которые взяли эти земли в частную собственность, ну, они начнут рубить там, копать начнут. И что будет вестной мерзлотой? Какой спусковой, значит, механизм будет спущен? Это вот неизвестно. Мы об этом даже не ведаем. Вот таких аргументов много. Ну, хорошо. А насколько, ну, наверное, земли Якутии, если уж мы все-таки говорим, ну, про Дальний Восток, понятно, ну, мы обсуждаем Якутию. Насколько они интересны в части лесофонда? Насколько это интересно? Так, значит, совершенно ясно, что будут, значит, людей интересовать золото, там, значит, серебро, всякие разные полезные ископаемые.
И там, значит, отгородиться тем, что вот здесь есть месторождение, невозможно. Почему? Потому что по месторождениям, если, допустим, очерчена граница, так, то это значит, что это уже на аренде. То есть, допустим, Алроса копает там, да, Алмаза Набара копает. Они очерчены, они арендованы. А вот если есть месторождение, то у него границы не определены, а есть только точки. И таким образом отказать практически невозможно. То есть, в принципе, я правильно понимаю, что вот, на сегодняшний день, если тут законопроект в котором виде, в котором он сейчас существует, он будет принят, Да. то любой человек может прийти, сказать, вот я здесь хочу там себе земельный участок, набрать 100 своих родственников, там троюродных братьев, шестиюродных сестер. Нет, максимально 5. 5, да? Не-не-не. почему? А, Не максимально ограничено. не Не ограничено. ограничено. Вот я и говорю, А, набрал ага. себе родственников и, Я вам собственно, подскажу идею, более, так сказать, вы можете обогатиться. Да Вы вы открываете фирму. Ага. Вы открываете фирму, ну, значит, высматриваете участок, скажем, 100 тысяч гектаров. Так. Ну, там можно все-таки что-то найдется, так? Это вот такой связанный кусок земли. И будете вот через вашу фирму определять людей. Люди будут, потому что это бесплатно. Можно дополнить? Да, пожалуйста. Ага. Ну, я как председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов совместно с комитетом по земельным отношениям со дня, значит, создания рабочей группы работаем. И недавно обсуждение законопроекта прошло на уровне Общественной палаты Российской Федерации. Сомнения и опасения Ивана Ивановича, возможно, можно снять, определив уполномоченного органа. Вот сегодня конкретно не указывается, кто будет заниматься распределением земельных участков. Просто одно слово есть – уполномоченный орган. И вот как раз в поправках общественных организаций, значит, тех людей, которые этими земельными вопросами занимаются, вот этот вопрос-то и акцентируется на этот вопрос. Это должны быть, значит, власти местного самоуправления. Ну, возможно, может быть, передать это, значит, на рассмотрение Государственного собрания Ултумен или, значит, на уровне муниципальных образований. Муниципальные образования сегодня, ну, возьмем, например, территорию Оленевского и Винкийского национального района. Действительно, там есть у нас земли, которые еще с 90-х годов, благодаря первому президенту Михаилу Ефимовичу, имеют свой статус. Это особо охраняемые территории. Есть у нас еще земли Тексир, абсолютного покоя и так далее, ну, разные категории, да. Вот эти земли, они не должны распределяться. Кроме этого, коренной малочисленный народ сегодня обеспокоен тем, что есть у нас федеральные законы, вроде защищающие интересы вот, по территориям традиционного природопользования, мест компактного проживания, исконной среды обитания. Вот эти все, значит, 3 закона, если будет, значит, этот закон действовать, они как бы начинают свое, ну, теряют свое действие, да. Поэтому мы акцентировали внимание именно вот на эти вопросы. Земли, имеющие особый статус, не должны ну, попасть под 7 статью, они не должны раздаваться. Это территории, которые должны иметь, ну, я по-простому говорю, это территории будущих поколений. Мы должны передавать их общего пользования. Но внутри них еще есть и родовые общины. Ну, это тоже совсем другая тема. Сегодня, как мы готовы, например, если вдруг с 1 мая этот закон заработает, то с 90-х годов по территориям традиционного природопользования есть у нас родовые общины. Они оформлены. Но, к сожалению, некоторая часть, где-то 30%, не имели возможности. Есть неоформленные, которые в кадастре. Поэтому мы сейчас эти ненадолго вопросы... прервемся, а потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. В эфире «Не пропусти главное», мы говорим о дальневосточном гектаре. Учитывая важность, значит, решения вопросов межевания, кадастрового учета, правительством нашей республики в бюджете 2016 года
предусмотрены средства на то, чтобы решить эти вопросы вот, ну, в кратчайший срок. Ну, вы знаете, я должен, наверное, тут немножко оппонировать предыдущим ораторам, Ивану Ивановичу в том числе, да. Но, наверное, трудно будет создать какую-то юридическую фирму. Дело в том, что земельные участки будут предоставляться гражданам. Да. И для того, чтобы предоставить, вернее, получить этот земельный участок, гражданину необходимо идентифицироваться в информационной системе. То есть необходимо забить данные свои полностью в эту информационную систему, данные своего паспорта, и кроме того будет включен обязательный документ, такой как СНИЛС. То есть что-то подделать, что-то за кого-то проголосовать, за кого-то подписаться Получить. уже фактически будет невозможно. Это первое. Второе, ну, кратко буду, да. Второе, на этом совещании, которым я был 2 декабря в Хабаровске, было совещание в Министерстве по развитию Дальнего Востока, было четко заявлено. Вот на эти опасения, что придут, все вырубят, не будут ничем заниматься, будет принято постановление правительства Российской Федерации, в котором четко будут прописаны, каким образом можно будет в дальнейшем контролировать использование этого земельного участка, который гражданин получит. Это будет Вот из обязательно того, что вы установлено. сказали, да, совершенно, значит, ничего не следует. То есть вот ваучеры, они так и тоже вот идентифицировались с человеком, он брал ваучер и так далее. Ну ладно, значит, самое главное даже не в том, что вот эти земельные, так сказать, будут концентрироваться площади у кого-то, так? Это произойдет, это обязательно будет, так? А самое главное то, что Якутия не готова. Вот в чем дело. И мы вот уже знаем, уже ездили А в каком по плане не вузам, готовы? как- Я прошу Да? прощения. В каком плане не готовы? Что вы имеете в виду? Земли еще не оформлены многие. И, Только что хотела этот вопрос задать, да? Вот сейчас даже- база данных, а республика передала уже Да, все я вот- свои данные. Там есть и- Насколько оформлены эти земли, насколько они годны для того, чтобы их раздавать? Вот как раз Как я это? хотел в продолжении Ивану Ивановичу оппонировать немножко, Елену Христофоровну тоже дополнить. Дело в том, что нами была проведена с 2004-2005 годов очень большая работа. Мы за этот период из 125 особо охраняемых природных территорий регионального значения, республиканского значения, нам осталось оформить только 19, поставить на государственный кадастровый учет. И то это часть из них, основная масса, это памятники природы, которые имеют не очень большую площадь. И вот это Кроме все какой того- процент будет? Вы знаете, у нас же вся земля, простите, вся земля сельхозназначения, она уже распределена. Но уже никто не говорит о том, что около Якутска, там в недалекой перспективе, да, тоже все уже занято. Остаются только очень-очень отдаленные, крайне, наверное, непригодные, вот с моей точки зрения, для вообще какой-то жизнедеятельности земли. Фактически так и Какие есть. земли тогда будет предлагать республика для того, чтобы раздавать их? Ну вот, прям о конкретный чем, вопрос. О чем Какие, я и где говорил, эти да, вот земли? 5-я статья, которая четко говорит, что можно получить будет земельный участок через эту информационную систему. Надо сказать, что было поручение Юрия Петровича Трутнева о том, чтобы эту информационную систему запустить, и все земельные участки, которые не подлежат передаче, не могут быть переданы гражданам в связи вот либо это особо охраняемые природные территории, либо это зарезервировано для муниципальных или государственных нужд, либо это земельные участки, которые уже предоставлены гражданам или юридическим лицам. Вот данные земельные участки все заносятся в эту систему. То есть не обязательно ставить на государственный кадастровый учет, необходимо вот нам, как республике, допустим, вот в отношении наших геологических недр, направить эти материалы, что мы уже сделали, 610 уже участков нами направлено таких, и они уже будут внесены в ближайшее время, будем контролировать этот вопрос, конечно, по внесению. Они будут внесены в эту систему и получить, вот, допустим, перспективный какой-то участок, на котором в ближайшие годы планируется разработку, допустим, того же, я не знаю, какого-то, да, каких-то полезных ископаемых, ну, практически невозможно будет, потому что это будет сидеть уже закрашено красным и говорить о том, что в данном, рядом с этим участком, ну или именно в этой зоне получить будет невозможно. То же самое в отношении особо охраняемых природных территорий, такая же картина, да, и вот в отношении территорий традиционного природопользования, о чем говорила Елена Христофоровна, должен сказать, что данные по 93, всего 93 у нас планируется оформить территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Из них на сегодняшний день 16 оформлено,
Но сейчас Да. идет Знаете, мне подготовка. Да, идет кажется, да, подготовка. вот И мы- осталось вот буквально вот не такое большое количество. И на сегодняшний день, опять же, я говорю о том, что в упрощенном порядке можно эти сведения занести без постановки на государственный Ну и кадастровый потом учет. Но в активность должна дальнейшем- быть и у Все понятно. глав. Да, муниципальных. вот Да, очень конечно. подробная информация по тем землям и все, да. Но я думаю, что население и граждан, да, нашей республики прежде всего волнует вопрос, а как я могу это сделать? Вот нигде же этого... Вы что-нибудь знаете о том, как это можно сделать? Мы единственное знаем, что это можно сделать по интернету в электронном варианте, да. А как там Как раз дальше? вот это вот и Да. есть Очень основное, наверное, сейчас вот Мгм. должны мы движение положить на это, потому что вот молодежную среду этот закон очень сильно взбудоражил. Я вот общаюсь, да, есть два типа людей, которые согласны, которые против закона, которые согласны, но с поправками. Но нету третьих людей, которые как будут этот закон изучать и посредством этого закона оформлять участки. Нам же, как молодежи, нужно провести ликвидацию безграмотности среди населения, чтобы каждый человек, начиная от 18-летнего возраста до 99 лет, знал, как этот закон, посредством этого закона оформить земельный участок. Мы этого пока что не знаем, многие не знают. И нам нужно... Закон пока не принят, поэтому... Да, пока не принят, но тем не Просто менее в нам нужно обсуждении. готовиться. Ну, Чтобы механизм 1 там мая, прописан да, в этом законе, я Да, должен чтобы сказать. 1 мая Можно мы могли даже зайти. просто письменное, в смысле рукописное заявление направить в соответствующий орган. Тут как раз задавали вопрос по органу, который будет принимать и заниматься этими вопросами. Скажем, по мнению разработчиков этого закона, как они считают, что таким уполномоченным органом будет орган местного самоуправления района. Но это На ближе районный уровень, к людям. да. Уважаемые Это как раз участники. ближе получается к народу. Егорович, у вас есть что добавить? Да, значит, знаете, что хотел я сказать? Тема очень интересная, серьезная и беспокоит общественность в первую очередь в том, что, например, мы проживаем в муниципальном образовании город Якутск, так? У нас очередя огромные на получение земли, многодетные семьи, по 6 тысяч очередей. И сегодня муниципалитет говорит о том, что земель нет, ждите. И люди ждут годами. Мы уже делим 1 га по всей территории Якутии, а в самом-то деле в муниципальных образованиях городов и поселков в районах этого нет. Везде, где мы проводим выбора, как правило, там обещают раздать земли, потому что территория Якутии огромная сама по себе, она по себе очень специфическая, потому что природно-климатическая, географическая обстановка совершенно иная, чем в других 8 регионах Дальнего Востока. Это Амур, это Приморье, это, значит, Еврейская автономная, Сахалин, Камчатка и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы должны очень осторожно подойти к этой теме по поводу того, что в какие сроки разработать и в какие сроки, значит, обсуждать в Государственной Думе вот этот закон и принять этот закон, потому что республика реально не успевает. Не успевает почему действительно оформить в таком- земли. Да. Не успевает. Почему в таком абсолютно спешном порядке, прав. у меня вопрос, простите, что перебиваю, у меня вопрос, да, почему в таком спешном порядке принимается этот законопроект? Мы Мгм. помним все законы о Ну, полиции. вот, Сколько мы его обсуждали, очень коллега- широко обсуждали, коллега, несколько лет, да? Тут, значит, еще года нет, а тут уже первое чтение проходит, да? Тут уже говорится о том, что вот в мае 2016 года будем уже раздавать земли. Почему такая спешка? У меня такой вопрос. Ну, коллега в какой-то степени прав, что когда говорит о том, что закон, значит, сырой и немножко, значит, торопится с принятием закона, то, о чем мы и пишем в своем заключении, которое мы подготовили. И этот проект от отзыва или заключения по-простому будет обсуждаться завтра в стенах парламента. Мы, конечно же, понимаем в целом необходимость принятия закона на Дальнем Востоке. Почему? Потому что есть необходимость переостановить отток населения, отток идет капитально с Дальнего Востока, не с Якутии, а с Дальнего Востока, необходимость привлечения населения и так далее. Но, тем не менее, к данному законопроекту у нашего постоянного комитета, который курирует и занимается этим вопросом, очень много замечаний, в том числе по необходимости поэтапного введения данного закона. Мы предлагаем и в своем замечании указываем о том, что необходимо вводить закон поэтапно. Вначале апробировать в каких-то муниципальных образованиях, затем, значит, вводить непосредственно на Дальнем Востоке и предоставлять земельные участки только для граждан, жителей дальневосточников, ну а потом уже распространить это все на всю Россию. Кстати говоря, вот Юрий Петрович Трутнев
буквально как будто услышав вот наше обсуждение, буквально недавно об этом озвучил. Это один момент. Простите, Второй у нас момент. есть телефонный звонок, давайте послушаем, потом продолжим. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот житель Якутска, Петров, говорит, за 400 лет присоединения России это первый закон, который раздает собственность нашей земли. Какие последствия могут быть отрицательные? Я имею в виду общественно-политические. Возможно же из этого земельного вопроса все революции делались. Возможно и такое развитие событий. И еще, нельзя ли ввести мораторий, поскольку Якутия действительно не готова? И во-вторых, поскольку я саха, я свой народ буду защищать, прямо в эфире говорим. Так, и почему именно вот маленький народ венкийский будете защищать? А почему наши интересы якутские, вот, которые здесь являются самым, как его, титульной нацией и маленьким народом севера? Спасибо. Ну, так тоже, наверное, разделять нации, наверное, тоже нельзя. Так, это совершенно ясно. Но с Петровым я могу согласиться вот в том отношении, что через год-два мы будем от этого закона, опять же, как от ваучера, отмахиваться, так? Ну, мы будем считать, что это был принят неправильный закон и так далее. Он в корне противоречит даже Конституции. Вот если бы, допустим, был там момент, который указывает на то, что республика сама решает принимать вот это, так? Вот, допустим, по крайней мере, пусть если не референдум, то Илтумен, то я бы согласился. И тогда вот Илтумен решает, запускать этот проект, этот законопроект по территории республики или нет. Завтра, значит, я буду настаивать на отдельном голосовании свое предложение, в котором, значит, я буду предлагать, что вот из списка вот субъектов, из 9 субъектов, был исключен, значит, была исключена Якутия, Республика Саха. А чем? Нет, а чем мотивировать будете? А чем мотивировать будете? Почему исключить республику? Нет, ну, а земли же находятся в основном в федеральной собственности. Лесной фонд, да. Ну и что? Лесной фонд. Федеральный Это федеральный. Ну а вы говорите, что Ну и республика должна сама, значит, распределять и вот, сама думать, что делать со своим. Вот в Конституции, значит, есть 9 статья, которая гласит, что земля и другие природные ресурсы являются источником жизнедеятельности народов, живущих на этой территории. Нет, ну тут есть Вот так. иерархия нормативно-правовых актов, это немножко другое. Да. Тем не Да, менее, да, да. земля федеральная. Это очень Молодежная важно. палата высказать от имени молодежи всего города Якутска. Мы тоже обсуждали данный нормативный акт, вот, федеральный закон, и как раз-таки у нас тоже было очень много мнений, как и Иван Ивановича, ну и разные положительные тоже были мнения. Все-таки решили задать вопрос непосредственно разработчикам проекта, это Министерство Дальнего Востока, и они сразу откликнулись на нас. Вышел советник министра Агафонов Леонид, и мы по телефону сперва поговорили, а потом решили все-таки направить запрос официальный и вот по малочисленным, коренным малочисленным народам севера, по природным именно недрам, по лесу. И нам пришел такой ответ, что вот, первое это ко второму чтению от Министерства Дальнего Востока готовит поправки в проект о том, что будут, чтобы постановлением правительства принимало решение, допустим, по мнению субъекта Российской Федерации, по природным, охранным зонам и так далее, по малочисленным, коренным малочисленным народам Севера. Вот. И я считаю, вообще в целом этот норматив, вот этот федеральный закон, он действительно для молодежи это очень реальный шанс получить земельный участок, потому что вот сегодня вот высказали очень много мнений, да, и говорят, 6 тысяч очередь, многодетные семьи стоят, но вот сейчас как раз реально нам шанс получить 1 гектар земли молодежи. Хорошо, да? вот молодежь у нас, Василий Петрович, вот вы, да, молодые люди, вы будете подавать заявление на этот гектар земли, вот конкретно вы? Я не буду подавать. Почему? Допустим, у меня возле Хатас земельные участки есть, даже возле Хатас. Ну хорошо, а вы будете подавать? Толку нет. Обязательно, обязательно. Смотрите, ну вы примерно знаете, где будет ваша земля и что вы на ней будете делать? Вот для чего вы будете ее брать? Для того, чтобы вот можно брать, допустим, мы знаем, что никто в тайге брать не будет, это понятно. И тут в тайге надо брать. Зачем в тайге брать? Надо возле федеральной трассы. Да кого вот за федеральной Вилюйская трассы нету? и Нет, в сторону нету Ерингри. участков. Вот там есть газ.
и электричество есть. Подождите, но там нет земельных инфраструктура есть. участков. Ну, там нет Вы уже земельных примерно участков. знаете, да, конкретно где? В смысле, до Нюрнбергского улуса нет? Нет, смотрите, но земельных участков, вот как сейчас говорят, это правильно, которых, около которых есть инфраструктура, доступная для того, чтобы проживать, по сути дела, их не так много. Правильно? И сегодня их не выдают. Если бы они были, вы и сейчас бы Я бы выдавали хотел еще жителям отметить, республики. да, вот именно в ответе, официальном ответе, как заявил советник министра, то, что вот как раз говорил товарищ с министерства, что 2 декабря участвовали вот, на заседании таком вот Министерства Дальнего Востока, и там он ответил, что как раз-таки вот эту программу по предоставлению гектара земли будет также заложено несколько программ по ипотечному кредитованию индивидуального жилищного строительства. По льготному ипотечному кредитованию как раз под этот федеральный закон. Также в части предоставления оборудования по сельхозпроизводству простым гражданам. Вот. И в этом плане мы поддерживаем данный закон. Сперва у нас тоже было такое отрицательное мнение, но когда в российском государстве современном предоставляли гектар земли вообще человеку, бесплатно. И вот такого не было. Потому что вот мне, допустим, как рядовому человеку, гражданину, да, обратиться в земельную службу, нужно сделать топосъемку, межевание территории, потом выставить его на аукцион, и какой-то товарищ другой, у которого больше денег, выиграет этот земельный участок. Сейчас будет просто уже выбираешь земельный участок, и тебе предоставляют его точно. А если его уже кто-то не выбрал. Конечно, да, если его точно не выбрал. Вот так же радовались в 90-х годах, когда получали понятно. Нет, а можно продолжение сказать? Мы все говорим о том, что как получить по данному закону земельный участок. А заострить, мне кажется, сейчас надо внимание, когда вот коллеги тоже говорят, что мы должны защитить наши земли, особо охраняем природные территории и так далее. Но у нас еще есть один момент, когда наши граждане, вот Виктор Спиридонович тоже упомянул, что крестьянские хозяйства, сельхозпредприятия и даже личные подсобные хозяйства, они, допустим, оформили договор аренды, но до регистрирующих органов так и не дошли. То есть, если вы права свои, даже если фактически используете, но не зарегистрировали, закон-то еще, проект предполагает, что фактическое использование может быть препятствием для получения, но мы еще не знаем, как он будет во втором чтении принят, поэтому этот закон должен простимулировать наших граждан, предприятия наши все и органы местного самоуправления, чтобы они оформили свои права и наконец-то все поняли, что земля – это богатство, это собственность должна быть и обязательно законно оформленная. Вот. Я хотел бы также так добавить вот к Ивану Ивановичу, то, что он говорит, да, все-таки, что придут какие-то там люди, да, оформят земельные участки. Ну, это, я думаю, считают это неправильно, потому что богатые люди, они в Москве могут землю купить где-то поближе, где тепло, и не только в Якутии. Если им нужно, они это сделают. Тут в Якутии у нас не такие хорошие условия, чтобы сюда приходили какие-то большие люди, там забирали вот эти земли. Это, как кажется, это нереально вообще. Это абсолютно реально, на самом деле. Знаете, я что хочу сказать? Да? Нереально. Да, как бывший работник правоохранительных органов, сегодня уже готовят заявление на подачу, так? Первым нажать кнопку «Кто?». Те граждане, которые имеют двойное гражданство. То есть, сидя в Лондоне, он быстрее заявку подаст, зарегистрирует, чем Сакырыр, чем Тикси, чем Чекурда, Черский и чем вы. Это первый момент. Второй момент. Мы говорим, охотники и рыбаки, которые сегодня у нас, все предки, которые сегодня братья ходят охотиться, они ходят охотиться по угодьям своих дедов, отцов, которые совершенно не оформлены. Мы знаем, что это Иваново угодье, и мы туда не ходим, или же просимся к нему. Значит, если он не оформлен, имеет право москвич, который собрал 10 паспортов в метро сидящих, безработных, без места проживания, собирает, заявку подает и получает сразу 50-60 га. Вот, вопрос, как защититься. Понимаете, в чем дело? И самый главный вопрос. Еще немного прервемся, потом главный. Вернемся и продолжим разговор. Вы смотрите программу «Не пропусти главное», и мы обсуждаем про законопроект о дальневосточном гектаре земли. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Данила из Якутска. Ежегодно Дальний Восток покидает примерно 20-25 тысяч человек. Да, там такая проблема оттока населения существует.
А как в нашей республике? Статистика показывает, что у нас население республики с каждым годом увеличивается. То есть у нас динамика в сторону увеличения населения. Поэтому вопрос, так ли уж важно насаждать закон в нашей республике? Где логика? Спасибо. 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 Ну, вы знаете, Совершенно нет да, необходимости спасибо за насаждать этот вопрос. закон. Я об этом Но и опять говорю. же, возвращаясь к тому, к самому началу, о чем я говорил, речь идет о развитии бизнеса, о развитии сельского хозяйства, о развитии лесного хозяйства. На всех встречах с предпринимателями всегда задается один единственный вопрос, что в городе, что в районе, когда вы нам дадите земельные участки, для того, чтобы мы могли спокойно трудиться, зарабатывать деньги и обеспечивать своей же продукцией, экологически чистой, как вот в интервью было сказано, да, некоторые коллеги, товарищи предлагали развивать сельское хозяйство. Почему бы нет? Я знаю четкий пример, вот, допустим, в Сунтарском Улусе есть один предприниматель, который имеет гостиницу «Тещин язык». Он не может который год оформить свой земельный участок, потому что он находится в Государственном лесном фонде. Очень хороший выход как раз для него. Взять 1 гектар, он даже может больше взять, если у него есть семья, и в дальнейшем развивать. Ясно же, что он, допустим, вот 5 лет поработает, он не уйдет оттуда, он бизнес не продаст. Точно такая же ситуация в Хангаласском районе. Есть предприниматели, которые готовы там работать, которые фактически работают, но у них проблемы с оформлением договора аренды по лесного фонда. Виктор Есть же такие значит, проблемы? вы Есть. совершенно уверены, что Якутия готова к этому закону, да? Фактически, да. Но вы Если- знаете, что вот если мы есть говорим целые о том, поселки, что- которые не смогли уже оформить кадастровые эти самые границы, и тем самым прямо могут, значит, захватить земли со стороны вот эти дяди. Да, которые- Иван Иванович, я да. понял вопрос. Дело в том, что мы об этом уже с вами разговаривали, когда собирались и на совещании, на расширенном заседании. Мы говорили об этом. Да, действительно есть люди, которые не оформили свои земельные участки, но ничто Поселки. не мешает на сегодняшний Я день говорю. им спокойно заняться этим оформлением, сдать свои документы в Росреестр и зарегистрировать свои права. Время есть, еще практически У полгода. меня вопрос такой уважаемые есть, коллеги, Иван значит, Ивановичу. Вот если не принимать этот закон, как молодежи, что можете предложить молодежи конкретно? Ну, значит, В настоящее время вот я знаю, да, то, что молодому человеку достаточно сложно оформить земельный участок. Если процедура будет упрощена, то, конечно, это даст большой толчок для развития в целом. понятно, И что- по касательно того, то, что будут добывать золото, если я не ошибаюсь, то для добычи золота нужна лицензия. Будет А вот за разрешено законностью этим должны 16-го следить года. силовые структуры. Будет Ну, это разрешено. уже их работа, Частная. получается. Вопрос очень справедливый, Нет, потому ну- что, знаете, извините, Иван Иванович, да, вот было проведено социологическое исследование, и в ЦИОМ отметила, что каждый 5-й гражданин заинтересован вот в этой программе «Дальневосточный гектар». Да? Более того, наибольший интерес эта программа вызывает, конечно же, у молодого поколения. И это тоже понятно. Нет, И я кроме того, говорю, я что хотел вот, дополнить. Дело в том, что мы об этом тоже, Иван Иванович, с вами говорили, что вид разрешенного использования, который будет выбирать гражданин, как раз для него устанавливать будет либо орган местного самоуправления, либо уполномоченный орган, как сказано в этом проекте закона. То есть золотодобычей на землях сельхозназначения или в лесном фонде он заниматься не сможет априори, потому что будет запрет прямой по виду разрешенного использования. Понятно. Мы это должны понимать. И вы знаете, в чем дело, уважаемые коллеги? Мы говорим, вот сегодня уже добрались до того, что механизм разрабатываем и так далее. Но надо не забывать о том, что у нас же дети без паспортов, это наши якутяне, дети наши, которые не имеют паспортов. А сегодня имеют право получить именно территории ИГА и так далее только дети, которые имеют паспорта. Да, граждане Российской Граждане Федерации. Российской Федерации, Не да. имеющие паспорт, Но если если он- еще в будущем Якутия будет расти, демография у нас неплохая, так, показатели. коллеги, Дети конечно, будут расти, коллеги, а им как предусмотрели, как Мы резерв. понимаем озабоченность, абсолютно я понимаю, и понимаю и опасения, да, те, которые высказывают коллеги. Но вот поэтому, исходя из этого, мы и предлагаем в своем предложении в адрес Государственной Думы установить определенные ограничения. То есть предлагаем исключить из зоны распределения, скажем так, территории традиционного природопользования. Еще раз подтвердить, что не будут, значит, подпадать под эту категорию земли особо охраняемых природных территорий. Мы предлагаем, значит, установить ценз светлости. Мы предлагаем поэтапное введение данного закона.
мы предлагаем передать основные полномочия по предоставлению земельных участков муниципального образования и субъектам Российской Федерации. Поскольку мы как специалисты, Виктор Спидонович, люди, которые всю жизнь занимались земельными вопросами, понимаем, какие сегодня у нас имеются сложности, барьеры в действующем земельном законодательстве. Вот. Это мы тоже знаем. Вот поэтому очень много мы расписали замечаний, очень много замечаний и подготовили кучу предложений, которые будем защищать уже при рассмотрении в Государственной Думе в режиме второго чтения. Давайте работать в этом плане, товарищи. Я еще раз говорю, что разделяю и понимаю озабоченность и опасения. Тем не менее, мы должны вносить те или иные конкретные предложения, поскольку закон-то будет приниматься, товарищи. У меня вопрос такой есть. Вот 1 мая, если начнут выдачу земельных участков, первое чтение завтра смотрят, после Нового года второе, третье чтение, мы к 1 мая готовы, наше население, чтобы оформить земельные участки? Вот потому что, все равно есть порядок оформления земельных участков. В настоящее время, я думаю, многие не знают. Проводились какие-нибудь вообще вот анализ какой-то, насколько готово вообще само население к реализации этого закона? По имеющейся у меня информации, да, потому что мы занимаемся кадастровой деятельностью, получается так, что лесные участки, допустим, они не ставились вообще на кадастровый учет до этого года, это не было обязанностью соответствующих лиц, да. С этого года обязали вот корпорации, все стали, Транснефть начали оформлять участки, именно в кадастровом учете ставится все это, да. То есть я считаю, что с мая невозможно будет нормально порядок сразу начать. Навести. Да, потому что в государственном кадастре недвижимости по лесным участкам абсолютно такая ситуация, что там все как будто чисто. Значит, коллеги, я же говорил, что предоставление земельных участков будет основываться не на государственном кадастре недвижимости, а на той информационной системе, в которой как раз данные... То есть это новая система какая-то? Да, это будет новая система, сайт на Дальний Восток. И как раз данные в основу, конечно, лягут из государственного кадастра недвижимости, но кроме того, туда лягут те данные, которые дают субъекты по тем земельным участкам, на которых предоставление земельных участков в рамках этого проекта не будет невозможно. Это те же самые особо охраняемые природные территории, а как мы, где допустим, залегают полезные ископаемые. Если не можем сформировать, как мы сформируем этот какой-то призрачный реестр, который... это не будет призрачный реестр, это будет просто такой, скажем, такое программное обеспечение, которое позволит решать эти вопросы. То есть на сегодняшний день... Да, мы сами даем. Мы уже отправили первую партию, как я уже говорил. Действительно, Якутия не готова принимать этот закон. На этом мы должны уже закончить. Да? Давайте мы с вами еще где-то, наверное, весной встретимся в этой же студии и посмотрим, как там дальше идет продвижение этого закона. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго. Всего доброго. Смотрите нас на nvkonline.ru. Всего доброго. Весной